Уважаемые коллеги, здравствуйте. Вот свое сегодняшнее выступление я хотел бы посвятить сюжету участия крымских татар в революционных событиях 1917-1920 годов. Выбор таких хронологических рамок является совершенно не случайным, учитывая то обстоятельство, что 1917 год ознаменовался проведением первого Курултая крымско-татарского народа и созданием партии Милифирка, которые в последующих событиях гражданской войны сыграли колоссальнейшую роль в ходе политических процессов. Нужно сказать, что эти политические силы стали важными участниками событий, происходивших в Крыму. Прежде всего необходимо отметить, что партия Милифирка стала едва ли не монополистом на политическом поле, где были представлены крымские татары. И, во-вторых, партии наиболее массовой. Мы ее можем обозначить как партия эсеровского, левонароднического типа. Если мы с вами проанализируем ту программу, которая известна современным исследователям, в частности, в достаточно одиозной публикации Бочагова 1930 года, то можно видеть, что это партия, которая была ориентирована прежде всего на отстаивание интересов крестьянства. И такой подход не случайен. Забегая немножечко вперед, если мы с вами обратимся к данным первой всесоюзной переписи 1926 года, то можно видеть, что порядка 70% крымских татар и в 1926 году, то есть через 30 лет жизнь почти целого поколения, продолжают оставаться крестьянами. Поэтому вопрос перераспределения земли, проведения аграрной реформы выступал в качестве одного из важнейших. Необходимо также отметить, что в программе партии Милифирка были зафиксированы не только потребности в проведении аграрной реформы, но также, конечно же, развитие национального образования, использование крымско-татарского языка и участие в принятии управленческих решений в органах власти и управления. Тут очень небольшой период времени, о котором мы говорим с вами, событий гражданской войны, оставляют для лидеров крымско-татарского народа ограниченные возможности в реализации положений программы партии Милифирка. Поэтому мы видим создание Бахчисарайской художественно-промышленной школы, мы видим только лишь подход к проведению аграрной реформы. Кровавые события 1918-19 годов, они, к сожалению, не позволили реализовать вот эти важные задумки. И новым этапом в реализации аграрной реформы, в проведении преобразований в области образования становится 1920 год. Констатируя, можно сказать, что по большому счету диалога между крымско-татарскими политическими лидерами, в лице, например, Джафера Синдамета, до начала 17 года Намана Чемпиджихана и представителей белого движения, таких как Антон Ильич Деникин, как Петр Николаевич Врангель, увы, не получилось. Поэтому установление советской власти 13 ноября 1920 года, оно фактически крымско-татарское движение переформатировало вот в эти новые советские рамки, советские условия. И если мы с вами проанализируем биографии советских деятелей, которые занимали ключевые посты в созданной осенью 1921 года Крымской Советской Социалистической Республики, все они вышли из партии Милифирка. Это, конечно, Илья Ибраимов, ставший главой республики, занявший пост председателя ЦИК Крымской ССР. Это, конечно, и Османтин Айрулы, это и Асан Сабри Айвазов, это и Абибула Атабаш и другие. За ними были пост народного комиссара по просвещению, за ними были пост народного комиссара финансов, ключевые посты в других комиссариатах, например, Решит Нагаев, народный комиссар юстиции. Поэтому, без сомнения, обладая вот этим политическим опытом гражданской войны, уже в новых советских условиях, советского формата,
Представители крымско-татарского народа пытались продолжить решение вот этих насущнейших задач. Это проведение аграрной реформы. Оно, в общем-то, получилось в 1920-х годах в условиях новой экономической политики. Доля землевладения крымских татар увеличилась более чем на 40%. Это, конечно же, создание школ. Хотел бы напомнить о том, что деятельность Народного комиссара просвещения Усейна Балича, тоже вышедшего из Милифека, оказалась очень плодотворной. К 1926 году насчитывается более 360 крымско-татарских школ первой ступени. Они принесли свои значимые и весомые результаты. Хотел бы в качестве итога, подводя выводы, сказать о том, что наличие современной источниковой базы позволяет нам сделать репрезентативные выводы о сложных и многогранных процессах социально-экономических и политических изменений 1920-х годов, в которых крымским татарам было присуждено сыграть чрезвычайно важную роль. Уважаемые коллеги, желаю успехов конференции и участникам конференции.